Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Поначалу на этом стратегически важном месте была устроена одна из резиденций Калги, то есть наследника престола. Но впоследствии, после смерти Менгли-Герая, город превратился в гнездо междоусобиц и мятежей. Виной этому были бунтовщики из числа ханского семейства, которые боролись за престол с собственными родичами. Например, Ахмед Герай отказался повиноваться своему брату, хану Мехмеду I Гераю, засел в Джан-Кермене и образовал тут чуть ли не самостоятельное ханство, враждебное Мехмеду. Схожая история повторилась и с Ислямом Гераем, который взбунтовался против хана Сахиба I. Все закончилось тем, что в 1538 году Сахиб Герай решил положить конец постоянным мятежам и отдал Джан-Кермен под управление османского султана. Турки переименовали город в Ози-Кале, перестроили старую ханскую крепость на вершине холма и добавили к ней несколько новых укреплений. Возле крепостных стен разросся довольно крупный городок. Садов и вообще деревьев здесь не росло, зато на пригородных баштанах вырастали замечательные арбузы и дыни. В Ози-Кале насчитывалось не менее 600 двухэтажных домов, мечети, лавки, бани, дворец султанского наместника, склады оружия и продовольствия и разные другие постройки. Османы собрали тут серьезную военную силу, а в порт часто заходили турецкие военные суда. Как и в других материковых крепостях, основанных Менгли-Гераем, в современном Очакове мы уже не найдем ханских либо османских оборонительных сооружений. О крепости Ози-Кале напоминает лишь глубокий ров с высоким валом, на вершине которого в прошлом были расположены крепостные стены с мощными башнями. А неподалеку от крепостного вала стоит единственное здание, сохранившееся в городе с османских времен. Эта постройка уже более 200 лет является русской церковью, но изначально она была возведена как османская мечеть. Здание сильно перестроено и изменено с тех пор, и все же в отдельных его архитектурных деталях еще можно видеть признаки, характерные для мечетей Крыма и Турции. Подобно тому, как напротив Ислям-Кермена на другой стороне Днепра стоял Гази-Кермен, также и крепость Ози-Кале тоже имела своего спутника на противоположном берегу лимана. Туда добирались при помощи лодочной переправы, а далее с той стороны шла прямая дорога на Крым. Порою на этих водах разворачивались настоящие морские баталии, когда османские галеры схватывались в бою с многочисленными казацкими лодочными флотилиями, и ядра из пушек крепости Ози-Кале поднимали над волнами столбы брызг. Крепость на противоположной стороне лимана называлась Кылбурун, то есть Волосяной мыс. Происхождение названия становится понятным, если увидеть, что укрепление было построено на тонкой, словно волос, песчаной косе, прорезающей море. Крепость была невелика, 80 домов, небольшая мечеть и 2 башни с дальнобойными пушками для обстрела лимана. Летом, как и в Ози-Кале, здесь, на косе Кылбурун, тоже выращивали дыни, которые отправляли на продажу в Крым. Зимой уже, во время сильных штормов, волны нередко перекатывали через косу, и поэтому крепость очень часто приходилось ремонтировать из-за того, что вода подмывала фундаменты крепостных стен. Ози-Кале оставался под османской властью еще несколько лет после того, как в 1783 году Крымское ханство было присоединено к Российской империи.
Город перешел под власть России лишь в 1788 году, после тяжелой полугодичной осады войсками Потемкина и Суворова. На обратном пути от Очакова, на берегу лимана, заметны древние руины, весьма напоминающие наш крымский Херсонес. Это руины античного города Ольвия. Его возраст превышает 2600 лет, и таким образом Ольвия примерно на 2 столетия древнее Херсонеса. Этот древнегреческий город, где в качестве монет использовали бронзовые фигурки дельфинов, настоящая сокровищница познаний о далекой истории этого степного края, истории, которая составляет единое целое с историей Крыма. Ведь, как полагают, именно жители Ольвии основали на Таврическом берегу Киркинетиду, древнюю предшественницу Гезлева Евпатории. Можно лишь радоваться и гордиться, что при Черноморских степях сохранился памятник столь глубокой древности. И вместе с этим досадно, что время и люди не пощадили гораздо более близких к нашим временам памятников, тех, что оставила за собою эпоха Крымского ханства. Впрочем, возможно, те небольшие живописные южноукраинские городки, которые мы посетили сегодня, Каховка, Береслав, Очаков, с их парками, пляжами и, конечно же, знаменитыми еще с ханских времен дынями, являются более стойкой памятью об основавших их крымских ханах, нежели любые безжизненные развалины.